Наш эфир продолжит выпуск новостей. Мои коллеги и я, Мадина Халикова, готовы рассказать о главных событиях к этому часу. Коротко о темах. Работали, несмотря на запрет. В Якутске вновь прошел рейд по выявлению нарушителей антиковидных мер. С любовью к северу блогеры-путешественники из-за рубежа окунулись в ледяную воду в Якутске. К слову, погода снисходительна к гостям столицы. На Кузбассе проходит целый ряд спортивных состязаний. Стала известна зарплата якутского полузащитника Артема Соколова. О спорте в регионе и за его пределами расскажем в конце выпуска. И обо всем по порядку. Жителю Мирного предстоит провести за решеткой 4 года из-за вождения в пьяном виде. 32-летний горожанин не в первый раз попался за рулем под шофе. Меру пресечения выбрал суд. Прокуратура поддержала обвинение. Ранее мужчина привлекался за аналогичное правонарушение, тогда и лишился водительских прав. Но, как говорят правоохранители, должных выводов не сделал. И в ноябре 2021-го, изрядно выпив с друзьями, сел за руль и проехал по улицам Мирного. Мужчину поймали сотрудники ДПС. При поддержке прокуратуры суд назначил наказание лишения свободы на 1 год и 10 месяцев. Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован в суде обеими сторонами. Учитывая, что осужденный ранее уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение аналогичных преступлений, имеет наказание в виде условного осуждения к лишению свободы, а также не отбыл наказание в виде исправительных работ, то суд окончательно путем частичного сложения наказаний определил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 6 лет. Мужчине определено отбывать наказание в колонии общего режима. Ночной рейд по проверке работы заведений в период ввода антиковидных мер прошли в Якутске. Так, сводная группа оперативного штаба столицы совместно с МВД Якутская проверили 21 объект. Из них одно заведение нарушало предписание указа главы республики и работало после 23 часов. В отношении нелегального ночного клуба на улице Ильминской составили административный протокол. Напомним, заведения общепита должны работать с 6 утра до 23 часов вечера. На входе обязаны требовать QR-код. Большой колл-центр горячей линии 122 начал работу в Якутске на базе ресурсного центра. Обратиться на единый номер можно по вопросам вакцинации, ревакцинации и заболеванию коронавирусной инфекцией. Звонки принимают около 50 человек. Это волонтеры, которые прошли обучение и знают, как направить бригаду и как предоставить консультационную помощь населению. Колл-центр посетил глава республики Айсан Николаев. Ему рассказали о том, как организована работа. Здесь соблюдены все меры безопасности, социальная дистанция, все добровольцы в средствах индивидуальной защиты и проходят термометрию. Также руководителю региона доложили, что при необходимости штат операторов расширят. В целях облегчения дозвона и в целях быстроты оказания качественности помощи, как вы знаете, мы открыли колл-центр 122. Он единым является для всех поликлиник города Якутска. И, соответственно, здесь в прямом режиме можно отследить, какое количество звонков есть недозвонов, какое количество звонков стоит на ожидание и принять оперативные решения по увеличению или перенаправлению сил с той или иной поликлиники для того, чтобы разрешить ситуацию. А что касается сегодня, здесь колл-центр работает по режиму с 8 до 18:00. С 18:00 до 8 следующего дня работает горячая линия Министерства здравоохранения Республики. На следующей неделе, соответственно, будут приниматься решения по постепенному ее переходу также на единый коллектив, на единый колл-центр. Тем временем Республиканский волонтерский корпус для оказания медицинской помощи организациям и населению в рамках проекта «Мы вместе» усилил работу по доставке лекарств амбулаторным больным, оказанию помощи маломобильным гражданам и лицам старше 60 лет. Волонтерский штаб работает в Якутии с марта 2020 года. И за это время участие в волонтерском движении приняли более 8 тысяч человек и оказано более 50 тысяч различной помощи для нуждающихся. Подробнее об этом нам расскажет Ульяна Шагина. Она выходит на прямую связь со студией. Ульяна, приветствую тебя. Что нужно для того, чтобы стать волонтером, и в каком еще направлении волонтерский штаб организует помощь?
Мадина, добрый день. Мы сейчас находимся в волонтерском штабе. Он находится в самом центре города. Это бывшее кафе «Витязь» на Орджоникидзе 10. Именно сюда, поднявшись на второй этаж, любой человек сегодня, любой желающий может стать волонтером, тем самым внести свой вклад, свою лепту в такое вот большое республиканское движение. Ну, сложилось почему-то мнение, что волонтерами, как правило, становятся студенты, но это совершенно не так. Сегодня волонтером может стать любой человек, любой желающий, кто чувствует, кто понимает, что может помочь нуждающимся, там, пожилым людям, инвалидам или же медицинским организациям, которым сегодня остро не хватает специалистов. Ну, каждый день сюда в штаб приходят 10 человек, их обязательно инструктируют, и, конечно же, они с этого дня начинают работать волонтерами. Главное при этом иметь QR-код, потому что волонтеры, как правило, ходят к пожилым людям, ходят в магазины, закупаются медицинскими товарами, продуктами питания и тем самым помогают нуждающимся. Ну, я сейчас познакомлю вас с руководителем, да, волонтерского движения. Алена, здравствуй. Здравствуйте. Ага, ну вот расскажи, пожалуйста, ты сказала, что уже за это время более 50 тысяч человек стали волонтерами, да? Сейчас, наверное, уже легче, чем в первый раз. Да, сейчас у нас, получается, более 50 тысяч заявок было оказано за 2 эти года, да, пожилым, маломобильным гражданам, кто болеет на дому, в самоизоляции, одинокие, кому не могут предоставить лекарства и так далее. За весь период было оказано, ну, были более 8 тысяч человек волонтерами, и сейчас еще каждым днем нарастает количество волонтеров. Ну, волонтеры это кто сегодня? Это не только те, кто ходят к пожилым, да? Да, волонтеры это у нас не только студенты, также к нам присоединяются индивидуальные предприниматели, учителя, люди вообще из разных профессий, из министерств и так далее. Волонтеры сейчас ходят также вот пожилым с продуктами, лекарствами, и также помогают в медицинских организациях, то есть помогают в колл-центрах, оказывают также документальную помощь и так далее. Ну, заявок много поступает, вот, допустим, от пожилых людей в день? Сколько звонков бывает? Да, сейчас у нас штабы открыты во всех муниципальных образованиях нашей республики. Более 170 заявок в сутки у нас заявок поступает. С каждым днем цифра растет заявок, поэтому мы готовы во всеоружии помогать нашим пожилым. Спасибо большое. Но я скажу, что волонтерский штаб еще и нуждается в автоволонтерах. Это в тех людях, которые сегодня имеют при себе автомобиль и тем самым могут еще и помочь развозом различных товаров. Приходите сюда, становитесь волонтерами. Это, конечно же, в первую очередь нужно для самих, потому что помочь нуждающимся сейчас в такое трудное время, это, конечно же, большая помощь. Так что приходите в волонтерский штаб и становитесь волонтерами. Мадина, у меня на этом все. Передаю слово коллегам. Спасибо тебе большое, Ульяна. Я напомню, что о работе волонтерского штаба нам рассказала наш корреспондент Ульяна Шагина. Ну а мы продолжаем. Чего не сделаешь ради интересного контента. Популярные блогеры из США решили даже окунуться в ледяную прорубь в Якутии. Впрочем, с погодой им относительно повезло. В эти дни в столице установились теплые для января температуры. Однако для коренного жителя Лос-Анджелеса и уроженца Египта зайти в ледяную воду при минус 30 тоже немалое испытание. Авторы 2 независимых YouTube-каналов создали команду, прихватив с собой оператора, и поехали в Россию. Блогеров объединила тематика их контента: путешествия, экстрим, испытания себя, любовь ко всему новому и постоянный выход из зоны комфорта. А также их обоих вдохновил опыт якутских моржей, и они решили посетить Якутию и непременно окунуться в ледяную прорубь. У меня свой travel-канал на YouTube, 3 миллиона подписчиков. Мне нравится делать именно такие видео про выход из зоны комфорта. Я услышал про Якутск, что это самые холодные места на Земле, и решил обязательно приехать. Мне очень нравится. Я здесь нахожусь всего 24 часа. Это самое холодное место в мире, но люди здесь с очень горячими сердцами. Все улыбаются, очень красивые улыбки, все обнимают, это очень приятно.
К слову, положительная температурная аномалия в Сибири до конца января будет достигать 20 градусов. Об этом рассказал научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд, отметив, что эта аномалия нарушает устоявшиеся представления о континентальном климате в азиатской части России. По словам метеоролога, по северному побережью Евразийской и азиатской территории страны перемещаются воздушные массы с Гренландского и Норвежского морей. Это невероятно теплый воздух для азиатской части страны, а такой длительный процесс наблюдается редко. До конца месяца на севере Сибири и западе Якутии температура будет на 20 градусов выше нормы. И теперь к новостям спорта. Целый комплекс спортивных мероприятий проходит в эти дни в Кемерове. Так вчера стартовали и сегодня продолжаются этапы чемпионата и первенства России по снегоходному кроссу, этап чемпионата России по сноубайк-кроссу, кубок и первенство Кузбасса по мотокроссу, посвященные памяти Алексея Леонова. Состязания идут в районе горнолыжного комплекса на территории мотоциклетной трассы. Участвуют более 100 спортсменов из Кузбасса, Алтайского и Красноярского краев, Свердловской, Томской, Омской, Новосибирской, Челябинской, Пермской, Сахалинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов и других субъектов. Это уже третий чемпионат, который проходит на территории Кузбасса и собирает за 2 дня более 1500 человек. Третий год участвуем на сноубайк-кроссе, в таких мероприятиях. Город Кемерово отличается своей организацией. Здесь очень все круто вообще. Нам все нравится, единственное холодно. Так, в остальном все чудесно. Всех призываю вообще к спорту, к активному образу жизни. Это на самом деле очень сильно укрепляет. Поэтому добро пожаловать. Не бойтесь, присоединяйтесь. Будем рады с вами поучаствовать здесь. Якутская «Заря» проиграла Архангельскому Поморью в матче 16-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд высшей лиги. Встреча прошла в Троицке и завершилась со счетом 5-6. В составе победителей покером отметился Константин Чащин. По одному взятию ворот провели Артем Ковязин и Андрей Заволокин. У якутян по дублю оформили Геннадий Сергеев и Роман Сивцев. Еще один мяч на счету Адама Габибова. В данный момент «Заря» идет на 6-й строке турнирной таблицы западного дивизиона, имея в активе 22 очка. В следующем туре якутяне сыграют с дублем Сыктывкарской новой генерации. Встреча пройдет 28 января. Стала известна зарплата якутянина Артема Соколова в футбольном клубе «Крылья Советов». По данным СМИ, 18-летний полузащитник будет зарабатывать 500 тысяч рублей в месяц. Напомним, самарский клуб официально еще не объявлял о переходе Соколова. Сообщается, что все детали сделки обговорены и в ближайшие дни соглашение подпишут. Сейчас якутянин вместе с новыми одноклубниками проходит сборы в Турции. В этом сезоне Соколов в составе подмосковных «Химок» провел 12 матчей российской премьер-лиги и отметился одной результативной передачей. К этому часу у меня все новости. Не переключайтесь.